Сказать, уважаемые телезрители, следующей передачи. Но поскольку время нашей передачи подошло к концу, я прощаюсь с вами, желаю вам всего хорошего, до новых встреч. Уважаемые жители республики, официальный дилер холдинга «Руспромавто», дилер ульяновского автозавода компания «Сагагаз» совместно с компанией «Элемент Лизинг» реализует автомобили в лизинг на срок до 3 лет. Автомобили в лизинг. Проще не бывает. Специализированная ортопедическая клиника Институт восстановительной медицины проводит хирургическое лечение сколиозов у детей и подростков с применением эндокорректора. Эндокорректор позволяет исправить от 80 до 100% деформации позвоночника одномоментно, не мешает росту ребенка и сохраняет результат. Фабрика мебели номер 1 объявляет об открытии нового офиса по приему заказов населения на изготовление любой мебели. Мебель для дома с учетом индивидуальных потребностей клиентов. Шкафы-купе, торговое оборудование для любых магазинов и ресторанов. Наши изделия вы можете увидеть в музеях Мамонта и Краеведческом, клубе «Корона» и Саха-театре. Наши дизайнеры создадут и обустроят ваш домашний уют. Пояркова, 12. Телефон 35 47 17. Фабрика мебели номер 1. Все просто. Почему вы купили плиту «Евга»? Я домохозяйка, и мое хобби – кулинария. Порой так увлекаешься приготовлением, что забываешь обо всем на свете. В плите «Евга» есть специальная система газ-контроля, которая среагирует вовремя и обеспечит вашу полную безопасность. И о своей рассеянности и о шалостях детей можно не беспокоиться. Только лучшее от «Евга». Жизнь одна. Люби ее. 7 апреля в торговых рядах Кружала состоится 16-й республиканский фестиваль модельеров «Сагарга-2006». Только для вас фэшн-показ последних коллекций известных модельеров республики. Гран-при «Золотая игла», призы «Золотая нить» и «Золотые ножницы». Изготовленные и предоставленные генеральным спонсором компанией «Саха Ювелир». Мода, красота, стиль – все это на одном подиуме. Не пропустите, билеты уже в продаже. Справки по телефонам 44 25 02. 30 марта в здании Государственного театра оперы и балета имени Сооруна Моллано состоялось открытие первого съезда муниципальных образований Республики Саха-Якутия. В работе съезда должны принимать участие 585 делегатов со всех улусов и городов республики. Первый съезд муниципальных образований стал знаковым событием в развитии республики и местного самоуправления. На этом форуме народной власти приняли участие 579 делегатов, в том числе главы и депутаты представительных органов муниципальных районов, городских округов, муниципальных образований поселений, представители общественности республики и органов государственной власти. Пленарному заседанию предшествовало в течение 2 дней работа круглых столов. Темами обсуждения стали муниципальная экономика и финансы, социальная политика, агропромышленный комплекс, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь и торговля. На этих секциях муниципалы могли открыто высказаться о своих проблемах. Алексей Леонидович, с образованием новых муниципальных образований, естественно, возникает много проблемных вопросов. Какие у вас возникли? Вопросы сегодня передачи полномочий только. Если полномочия по земле переданы, и город Мирный имеет сегодня свой, будем говорить, как бы сбитый план производства работ, также бюджет принят полностью на содержание жилья, на ремонты, в общем, все, что касается сегодня жизнеобеспечения города, как бы все это присутствует сегодня. Также были переданы 3 муниципальных предприятия, это жилищно-коммунальное хозяйство городское, предприятием СМЭП, это по системам дорожного регулирования, будем так говорить. Пассажирское предприятие муниципальное передано сегодня. Основной вопрос сегодня – это передачи только имущества, жилья. То есть мы готовы сегодня принять жилье, у нас есть деньги, у нас есть, будем говорить, ресурсы трудовые, будем так называть. То есть также у нас созданы сегодня все направления работы. Это управление архитектуры, отделы по
земельным отношениям также созданы все. Все специалисты, которые работали, ну, вчера, будем говорить, еще в районной власти, они перешли сегодня к нам. То есть мы готовы работать сегодня. Основная проблема сегодня – это передача жилья и нежилых помещений. Вот. Поэтому в этом есть разногласия. Все процедуры сегодня прошли передачи, то есть районное собрание приняло решение о передаче имущества. Но идет немножко сегодня как бы оттяжка данного вопроса. Как бы получается сегодня со стороны района происходит какое-то бездействие, то есть в этом плане. Но мало того, даже имеется информация, что много имущества сегодня нежилого выставляется на приватизацию, то есть будем говорить на торги. Мы категорически против этого, потому что, зная, что завтра городу Мирному нужно как-то развиваться, какие-то, будем говорить, развивать направления строительства, ну и так далее, то есть содержание города. И город, бюджет может остаться как бы без дополнительных доходов. Первым вопросом повестки пленарного заседания съезда было обсуждение итогов реализации федерального закона номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. С основным докладом выступил вице-президент республики, возглавляющий Совет по муниципальному самоуправлению при президенте республики Александр Акимов. Он сделал экскурс в историю самоуправления в Якутии, рассказал о том, что было сделано в социально-экономическом развитии республики за последние 4 года. Именно здесь было наибольшее количество выступлений. Все мы знаем, что население села стареет. На селе растет скрытая безработица. Неопределенный статус лиц, занимающихся личными способными подсобными хозяйствами. Проблемной остается обеспечение жильем работников социальной сферы, работников сельского хозяйства, людей пожилого возраста. Молодежь почти не приходит к родным местам после получения той или иной профессии по соображениям бесперспективности или отсутствия престижности. Это понятно. Рыба ищет место, где глубже, а человек где лучше. Без решения проблем финансовой привлекательности сельского труда, создания необходимых условий в жизни у села нет, мне кажется, будущего. В работе съезда приняли участие президент республики Вячеслав Штуров, председатель правительства Егор Борисов, депутаты Государственного собрания Иль Тумен, главный федеральный инспектор по республике в Дальневосточном федеральном округе Сергей Кириллин, руководитель министерств и ведомств. Можно смело сказать, что завершился первый этап реформы местного самоуправления. Мне известно, что далеко не всем субъектам Российской Федерации удалось качественно провести такую масштабную работу в столь сжатые сроки. Отрадно, что среди субъектов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе наша республика одна из первых приступила к реализации федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в полном объеме. 4 года активно работал Совет по местному самоуправлению при президенте республики под руководством Александра Константиновича Акимова, который оказал огромную методическую и практическую помощь в становлении местного самоуправления. В 2003 году по инициативе глав муниципальных образований районов был создан Союз муниципальных образований республики, возглавить который доверили мне. За прошедшее время проведено 5 заседаний Союза, и практически в работе каждого из них принимал участие или президент республики Вячеслав Штуров, или вице-президент Александр Константинович Акимов. Все вопросы, поставленные членами Союза и руководством республики, решались оперативно и в полном объеме. 25 марта 2006 года на заседании я, как председатель Союза муниципального образования республики, отчитался о своей работе за 2 года. В связи с образованием Республиканского совета муниципального образования мы приняли единогласное решение прекратить деятельность Союза муниципального образования. Я попросил последовать нашему примеру и другие общественные объединения местного самоуправления. Выступающие отмечали колоссальную работу, проделанную в республике по созданию нормативно-правовой базы, разработке методов финансовой поддержки муниципалитетов и так далее. Муниципальная реформа идет очень быстро, поэтому не удалось избежать просчетов. Об этом в своем выступлении говорил прокурор республики Сергей Шумский. В первом Стрельском съезде муниципального образования от нашего ВУЗа участвуют 30 делегатов, в том числе 21 глав наследников и председатели представительных органов
на поселенческом уровне. Но хотел бы сказать, первый съезд это большая ответственность. Сегодня обсуждается, и сегодня обсуждаем очень большой интересный вопрос, как мы будем работать в течение первых 3 лет. Это стадия восстановления местного самоуправления. Доклад Александра Константиновича очень интересный, практически охватил все вопросы местного самоуправления. И выступившие товарищи тоже затронули такие вопросы, которые сегодня на местах должны мы все решить, которые очень сегодня трудно решаются. Улус-Алданский улус имеет население около 23 тысяч человек. У нас 21 населов, 306 поселений. Улус довольно, сказать, большой по сравнению с другими улусами. Мы среди заречных улусов по населению занимаем 2-е место после Минно-Кангаласского улуса. Мы сегодня после назначения, после выборов глав сразу по плану работали по принятию уставов, по разработке. Все наслега открыли свои расчетные счета. Имущественный предел мы тоже вовремя составили. И последнее у нас, что осталось, которое мы завершили, это ограничение полномочий между поселений и муниципального района. Бюджет улуса принят вовремя. У нас бюджет составляет 681 миллион рублей. Но из этой суммы своих местных доходов у нас меньше 5%. И здесь, конечно, перспектива увеличения местного дохода имеет свои очень сложные вопросы. Налогооблагаемая база очень у нас небольшая. Сегодня земельный налог мизерный и имущественный налог тоже на местах небольшой, потому что просто-напросто таких имуществ на местах нету. Работа съезда подготовлена очень хорошо. Мы очень довольны, делегаты. И есть возможность предоставлена всем внести свои предложения на круглых столах, участвовать в разработке конечных документов и резолюции. Я, например, лично внес редакционную комиссию свои предложения по статье 40 федерального закона номер 131, где предусмотрено, где записано, что 10% депутатов могут осуществлять свои депутатские полномочия на постоянной, на освобожденной основе. Надеюсь, делегаты это поддержат. Конечно, мы это не требуем сегодня ввести, потому что понимаем, что бюджет дефицитный, но тем не менее в будущем при нынешнем президенте Штурове Вячеславе Анатольевиче республика развивается динамично, будет наполняемость бюджета, и депутаты получат возможность работать на постоянной основе. Я думаю, главы не против иметь помощника депутата на месте и надеюсь на поддержку делегатов. Алексей Спиридонович, а какие трудности в работе вы встретили с начала работы? Первоначально у нас после выборов была очень такая нагрузка. Надо было успевать до Нового года провести 5 сессий поселкового совета. И вся эта работа легла на плечи администрации. И на сегодня, конечно, мы имеем собственности своей, только контору свою, и пока больше ничего. Но вся эта работа идет. В скором будущем, конечно, мы получим то, что положено. Первый заместитель председателя Улусного собрания Мирнинского района Харитонов высказался о необходимости закона о статусе Совета муниципальных образований. Проблемы нехватки молодых квалифицированных специалистов затронул в своем выступлении делегат съезда из Момского улуса Андреев. Прежде всего, сегодня мы должны представить, что такое сельское хозяйство республики. Я, может быть, немножко грубее скажу, но
Но сельское хозяйство сегодня представлено как национальное хозяйство населения республики. Сельская местность – это пенсионеры, это учителя, врачи и другой категории населения. И при этом сегодня говорит о дальнейшем продвижении сельского хозяйства как отрасли, где можно внедрить технологии современные, где можно создать высококачественное производство, говорить это сложно. Это будет создано в том случае, если мы создадим товарное производство. Там, где будет концентрировано определенное наше имущество в виде скота или площадей, гектаров и так далее. Тогда мы можем внедрять эти так называемые высокие технологии и так далее. Особой темой пленарного заседания стали межбюджетные отношения. Для выполнения полномочий, а их у поселений более 30, нужны средства. Сегодня собственные доходы муниципальных образований составляют менее 10%. Об единой бюджетной системе республики высказался в своем выступлении председатель правительства республики Егор Борисов. Что касается хозяйства, большинство муниципалитетов находится в сельской местности. Учеба новым формам хозяйствования шла путем проб и ошибок. Это не должно повториться с муниципальной реформой. Необходимо конкретно отметить, что благодаря повседневной и тщательной работе Республиканского совета муниципальных образований его руководителя Александра Константиновича, Департамента по работе с территориями и других заинтересованных министерств и ведомств, в целом в республике успешно завершилась главная кампания по реализации, можно сказать, предвыборной страсти электоратов выдвинутых кандидатов. Но тем не менее, сегодня мы собрались еще раз обсудить и довести до высшего руководства республики свои соображения по поводу реализации федеральных законов номер 131 ТЗ, номер 199 ТЗ. Товарищи, все мы прекрасно знаем, что каждая дерево растет не с макушки, а с корней, и чем глубже и шире вырастают эти корни в землю, тем данное дерево становится устойчивым и могучим. Так и власть, какая она ни была, государственная или муниципальная, не устанавливается сверху, а тоже вырастает в тени международных масс, потому как источником и носителем этой власти является только он, народ. Мы хотим сказать, что 20 век в Верхоянском районе и почти всему северо-востоку Якутии от освоения горно-рудного месторождения почти ничего не надо. Мы дошли до того, что в конце концов получилось, что мы остались почти ни с чем. У нас десятки разбросанных, разоренных, размороженных поселков осталось. От нас все, что может население, выехало. Отношение к нам, вот, даже нам кажется, из-за этого отношение к нам тоже такое же. И мы чувствуем, что нынешняя этап освоения в 21 веке будет сделано таким образом, что может быть, и мы чувствуем, что это может быть, мы опять-таки будем объединены. Мы в этом плане просим правительства нашей республики, президента нашей республики, все-таки до начала этих освоений, период подготовительных работ, учесть обязательно вот именно интересы населения Северо-Востока республики. Прежде всего, сельского населения, и сделать так, чтобы не создавая никакие отчислительные фонды, а просто чтобы вот сделать программу, и программу, в которой софинансистами должны выступить вот именно вот эти структуры, которые ведут нас в горной промышленности. Очень такая большая у нас просьба, если этого не будет, то видеть, что приедут ластовым способом, мы даже их не увидим, где-то будут копаться. И еще не забывайте, вот месторождение, прогноз, это верховье реки Нельгаса, притока Апичи. Это не только серебряно-рудные месторождения, это серебряно-свинцовое месторождение. И вы, наверное, помните, что экологическое движение в республике в конце 80-х годов началось тоже с Верхоянского района. Из-за прииска Апичи. А здесь будет прямой свинец, он в первую очередь попадет в населенные пункты Верхоянского района. Как так? Как нам удерживаться на здоровье населения? Так что вот в этом плане вы пока договорились там, они придут работать, но все-таки допускайте нас. Наши люди будут работать. Наше участие каким образом? Какие компенсации будут для нас? Вот это тоже мы очень хотим, чтобы и правительство,
и наше руководство высшее, в первую очередь обратили внимание на это. Делегаты поднимали вопросы строительства дорог, оснащения муниципалитетов новейшими средствами связи и другое, внесение изменений в федеральное законодательство. Все это нашло отражение в резолюции съезда. Подвел черту под плениями президент республики Вячеслав Штуров. Очень важная задача увеличения доходов, о чем я говорю, бюджетов, людей. И самое главное, получение источников для решения, для финансирования социальных задач. Строительство школ, сейчас разрабатывается очередной план на 5 лет, строительство объектов высшего образования, среднетехнического образования, строительство объектов медицины, здравоохранения и так далее. И самое главное, строительство жилья. Да, конечно, мы занимаем первое место на Дальнем Востоке. Мы в одном городе Якутске жилья ввели в прошлом году больше, чем весь Хабаровский край вместе взятый. Хотя в Якутске 200 тысяч населения, а в Хабаровском крае 1 600 000. Но тем не менее, это нас не может удовлетворить. Вот почему, правительство делает план на 5 лет, и каждый улус, и каждый население должен сделать встречный план, по строительству жилья, и вместе мы должны реализовать этот план. Я обращаю ваше внимание на это. Среди всех проблем, задач, которые мы будем решать на следующий лет, ключевым остается программа социально-экономического развития села. Сейчас правительство завершает, или вернее активно работает над этой программой. Я не могу сейчас о ней говорить, мы, наверное, с вами отдельно ее обсудим. Может быть, ради этого конструктивного заседания специального совета. Но, тем не менее, я просто скажу основные принципы подхода. В предыдущие 5 лет мы создали хорошую инфраструктуру для того, чтобы развивать сельскохозяйственное производство. Я имею в виду, самое главное, закупочная товаропроводящая сеть, система переработки сельскохозяйственного сырья, система определенного датирования, финансирования со своими изъянами, недостатками, но тем не менее она создана, существует, функционирует, она целостна. Есть определенное развитие математической базы, особенно после создания машинно-технологической станции, газификации и так далее, и так далее. Это инфраструктура. Мы правильно здесь говорили, что на самом деле мы находимся вне рамок расширенного товарного воспроизводства. Это все на самом деле подсобное хозяйство. На следующем лет мы должны сделать упорное развитие товарного сельскохозяйственного производства. В своем выступлении президент республики Вячеслав Анатольевич в принципе обобщил то, что было сказано в эти дни работы съездов, высказано было на круглых столах и сегодня на пленарном заседании. Он очень коротко, сконцентрированно высказал в принципе большую мысль о том, что весь взаимодействие муниципальных образований на уровне поселений, на уровне районов, республиканских органов власти, это правительство, Илтумен и всех, без совместной работы невозможна реализация работа по улучшению жизни, условий жизни наших сограждан. Поэтому считаю, что он очень правильно высказался по поводу жилищно-коммунального хозяйства, по проблемам межбюджетных отношений, по проблемам разграничения предметов ведения и полномочий муниципальных образований улусов районов с муниципальным образованием поселенческих уровней. И в нашем районе вот эта работа уже давно ведется по тем вопросам о централизации, разграничении предметов ведения. Но в наших условиях Устьянского района есть своя специфика, свои проблемы, которые аналогичны, наверное, со многими арктическими улусами и ни в какое сравнение не идут с проблемами центральной группы улусов. Я избрана, в своем поселении впервые на этой работе, вот как 16 октября прошли выборы. Работа, конечно, я знала, что будет очень трудно, готова была к этому, но депутатский корпус у нас большой, 15 человек работаем. Но с первого время все равно для нас, потому что в Зырянке не было же поселения, как был район только, поэтому Зырянка, я глава самой центра Зырянки, мы столкнулись, это организационная работа, очень большая, все новое, все первое, все, и устав, все законодательные акты, решения, постановления.
Вот, значит, было очень, если бы не было правового отдела в районе, в общем, было бы вообще гораздо сложно. А так нам правовой отдел района нам очень помогал. Трудности это, конечно, только по работе жилищно-коммунального хозяйства. На съезде состоялась церемония награждения. Группа делегатов была удостоена званий заслуженного работника народного хозяйства, заслуженного юриста республики, знака «Гражданская доблесть», почетной грамоты и благодарности президента республики. Съездом был создан Совет муниципальных образований. Принят устав, избранный председатель Совета, им стал глава муниципального образования Мирнинский район Анатолий Попов и правление. Утверждены 6 комитетов. Принято решение о вступлении Совета муниципальных образований республики в единое общероссийское объединение муниципальных образований. В выступлениях наши делегаты именно ознакомились тоже с уставом, который сегодня принимали, утвердили на съезде. И исходя из реалий, которые сегодня существуют в наших районах, поселениях, высказать самое основное пожелание – это организация совместной работы с руководством республики, с правительством, президентом республики, Государственным собранием Ултумен, сотрудничество между муниципальными образованиями на уровне районов, на уровне поселений, а также защита их интересов, оказание помощи нормотворчеству в наших муниципальных образованиях. Ну и, конечно же, это мы должны слышать друг друга, уважать друг друга, наверное, но учиться друг друга. Вот это основное направление будет нашей работы. Это общественное объединение, которое сегодня, кроме основной работы, мы будем заниматься такой общественной дополнительной нагрузкой. Анатолий Тарасович, вот гардероб уже опустел, съезд закончил свою работу, и несколько слов о съезде. Съезд, я считаю, прошел на высоком организационном уровне. Я думаю, что очень хорошо поработал этот организационный комитет, который готовил этот съезд. Помогал этой организации этой работы перед съезда. Свои предложения давал, я знаю, и Государственное собрание Ултумен, и правительство республики, члены правительства работали, вице-президент республики Асан Константинович Акимов постоянно интересовался подготовкой съезда, и президент республики Вячеслав Анатольевич Штуров. Поэтому, я считаю, первый съезд прошел очень хорошо, очень хорошем таком организационном уровне. А с другой стороны, у нас была возможность именно, кто хотел, пройти обследование в медицинском центре республики. Также были круглые столы, где поднимались очень такие насущные проблемы в наших муниципальных образованиях, поселениях. Была возможность встретиться с нашими министрами, руководителями ведомств, департаментов. Я думаю, что мы эти дни провели плодотворно, эффективно. Кроме этого, была очень хорошая культурная программа с охватом всех наших интересов. В нашей стране законы меняются очень часто, и поэтому муниципальным образованиям необходима поддержка, тем более в период становления. С созданием Совета появится возможность обмена опытом, обсуждения возникающих проблем и путей их решения. Уважаемые жители республики, официальный дилер холдинга «Руспромавто», дилер Ульяновского автозавода компания «Сагагаз» совместно с компанией «Элемент Лизинг» реализует автомобили в лизинг на срок до 3 лет. Автомобили в лизинг. Проще не бывает. Специализированная ортопедическая клиника Институт восстановительной медицины проводит хирургическое лечение сколиозов у детей.